Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский» – известный коллектив с очень широким репертуаром. Музыканты побывали в 16 странах и более чем 90 городах России. В последние годы были туры по Китаю и Японии. Также оркестр выступал в Московской филармонии и на других концертных площадках. Насладиться его звучанием смогли чебоксарцы в Чувашской государственной филармонии. В программу вошли знаменитые произведения Сергея Рахманинова, так как в этом году отмечается 150-летний юбилей со дня рождения композитора, а также половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» и кантата Сергея Танеева на слова Алексея Толстого и Анны Дамаскин. Сочинение повествует о христианском святом, богослове и философе. Так что это настоящие шедевры русской классической музыки. Сотрудничество с коллективом из Ульяновска непременно продолжится. Соглашение подразумевает под собой взаимовыгодную работу, взаимосвязь между коллективами, обменные гастроли, обмен опытом. Мы всегда рады на своей площадке видеть коллективы из города Ульяновск и в ближайшее время планируем свои гастроли к ним. Вместе с симфоническим оркестром вышел на сцену и хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета под руководством заслуженного работника культуры России Ларисы Филяниной. Так что все это вместе рождает настоящее волшебство. Музыканты всегда рады побывать в городе на Волге, говорит главный дирижер Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Эдуард Дидюра. Здесь все вдохновляет. Городом я очень давно уже восхищался. Я в прошлом году сказал, что он очень похож на Гамбург, на Сиэтл американский. У вас невероятно красивая набережная, красивый центр. Это фантастически. Я таких городов в нашей стране практически не видел. Красивых именно по центральной части города. И великолепная филармония. У вас невероятный акустический звук. Мы сейчас репетировали, прям ощущение такое, как будто ты находишься в большом зале Московской консерватории. Так что это еще один большой подарок для любителей классической музыки. И равнодушных в зале точно не было. Ну а молодые зрители от 14 до 22 лет могут посещать постановки и концерты по проекту «Пушкинская карта».